Извечная проблема, которая постоянно пугает таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой реальный показатель провала властей. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В первый же день осеннего призыва вооруженные силы Таджикистана, который начался 1 октября, несколько городов и районов страны объявили о выполнении плана. Перед началом нынешней кампании министр обороны страны Шерали Мирзо обратился к своим подчиненным и подчеркнул, что они должны воздержаться от принудительного призыва, облавы, и привлекать в армию больше детей чиновников. В день официального начала призыва в армию Горно-Бадахшанская автономная область рапортовала о выполнении плана. Об этом сообщило управление МВД по ГБАО и отметила, что призывники торжественно были отправлены на службу из Хорога. О выполнении плана по призыву также заявили джаматы Варух и Чоркух города Исфары Сагдийской области, Дангара и Вахш в Хатлонской области, районы Сангвор, Лахш, Таджикабад, Нурабад в Ражском регионе. А как вы относитесь к таким отчетам в первый же день и к тому, что у нас до сих пор отрицают факт облав, хотя в интернете полно видео и всяких доказательств? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Власти объясняют преждевременное выполнение плана в первые же дни армейского призыва увеличением числа добровольцев, предоставлением льгот призывникам, а также проведением разъяснительных мероприятий накануне призывной кампании. Эксперты же говорят, что причина в том, что в некоторых населенных пунктах самого населения мало, и, соответственно, число призывников тоже небольшое, поэтому и план выполняется быстро. Также эксперты считают, что план выполняется из-за того, что некоторые местные органы власти и военкоматы начинают призывную кампанию задолго до официального ее начала. Об этом говорит и Дилраба Самадова, руководитель Офиса гражданских свобод, деятельность которого направлена на защиту призывников и солдат. По ее словам, главный фактор выполнения плана – это большее число добровольцев по сравнению с предыдущими годами, а также надлежащая работа в городах и районах военных комиссариатов и органов местного самоуправления. Обучение и подготовка к призывной кампании начинается за месяц до призыва. Любой военный комиссариат и орган местного самоуправления, которые проводят разъяснительную работу в кратчайшие сроки, выполняют план, сказала Самадова. Она также добавила, что приграничные регионы, в которых происходят конфликты, более активны, и именно эти конфликты побуждают молодежь защищать родину. По словам Дилраба Самадова, изменения и дополнения, внесенные в 2020 году в закон о военной службе, согласно которым обладатели дипломов о высшем образовании должны идти в армию и только после службы могут работать в силовых органах, также является причиной выполнения плана в некоторых регионах. Между тем, другие эксперты придерживаются мнения, что после начала призывной кампании местные власти начинают оказывать давление на семьи призывников и на них самих, чтобы привлечь к службе. Ежегодно с началом призыва в социальных сетях и СМИ публикуются видео о задержании так называемых облав. Власти отрицают это и говорят, что только в случае, когда молодые люди после получения повестки не являются в военкомат, органы имеют право призвать их силой. А как вы думаете, почему это все происходит на самом деле? Какого мнения эксперта вы придерживаетесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.